Это не на уровне, брат. Бизнесмены тоже не смогут помочь. Занаку да азубан, блядь, духтару да азубан. Ладно, хер с ним, мардаку, духтару да азубан. Достань 5 лямов, дай людям, голодают они, дай! Но сначала я хочу тебя спросить про деньги. Ты сейчас даешь таджикистанцам какую-то кость, то есть бросаешь ее, да, и говоришь: на, возьмите и кушайте. По факту ты плюешь нам в лицо, да, своими этими копейками. А я тебе скажу: засунь свою зарплату в задний карман. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, дорогие друзья, братья и сестры. Спасибо, что вы смотрите меня, поддержите мой канал, подписывайтесь на него, вы даете большой стимул делать видеоролики на актуальные вопросы. Как вы заметили в начале видео, это таджикский боец смешанных единоборств, который живет и проживает, делает свою карьеру спортивную в Америке, в Соединенных Штатах. Да? О нем я вернусь чуть позже, поговорим чуть позже. Сегодня, как и было мной обещано в предыдущих видео, что я слежу за происходящим в Таджикистане и самое главное за тем, как Эмомали Рахмонов, вот этот диктатор, помогает или же борется, или же предотвращает эту беду, которая настигла и Таджикистан тоже. Как вы, наверное, уже знаете, несмотря на все заявления, несмотря на все требования мирового сообщества, гражданского общества Таджикистана, активистов, политических активистов, все предупреждали Эмомали Рахмонова: Эмомали, мы тебя просим, успеешь ты потанцевать в следующем году, успеешь ты выпить свои 50 грамм коньяка в следующий раз, успокойся, перенеси свой Навруз, ты можешь заразить тысячи, сотни тысяч людей и спровоцировать этот вирус на регионе. Но нет, Эмомали Рахмонов не послушался и пошел делать все с точностью, да и наоборот. И самое главное, нужно заметить, эпидемия или же большой очаг, большие цифры, которые мы видим, что люди заражены, это из Сагдийской области, это из Худжанда. Нужно заметить, именно там, где Эмомали Рахмонов танцевал, вот этот диктатор, и пил свой коньяк. Вот лишь бы ему хорошо было на протяжении 2 часа, да, люди вышли на такую опасность, люди подвергли такой опасности. До этого, я напомню, проводились днями и ночами маршировки, я подчеркну. Сотни тысяч детей молодых репетировали на жару, тем, еще раз повторюсь, провоцировали этот вирус. И только Всевышний Аллах знает, какие реальные цифры сегодня в Таджикистане. И те цифры, которые нам заявляют, якобы их 200, якобы их 300, нет, я думаю, их намного больше. Но власти скрывают очевидные факты. Но нет, Эмомали Рахмонов, теперь нужно народа кормить. Теперь нужно о народе подумать, да? О том твоих преступлениях именно в эти часы, эти дни. Мы поговорим позже. И как ты должен ответить, и как должны ответить те, которые заявляли, да, что вируса нету в Таджикистане. Вы все, кто заявлял об этом, кто поддерживал этот режим и эту ложь, которая была на протяжении 2 месяцев, тем самым массовые были заражения, спровоцировали массовые заражения в Таджикистане, вы все ответите перед законом, вы должны перед этим законом ответить. Мы об этом поговорим немного больше. Вот эти журналисты, вот эти псевдоэксперты, доктора и все, кто рядом с Эмомали Рахмоновым в те дни находился и врал всем остальным, всем таджикистанцам. Вы соучастник большого преступления. По факту Эмомали Рахмонов здесь просто делал большой геноцид. А теперь я с вами хочу поговорить вот о чем. Не так давно просочилась новость о том, что якобы Эмомали Рахмонов взял и выплатил целую свою зарплату на помощь врачам. Ну, точнее, в борьбе с этим коронавирусом. Эмомали Рахмонов, как борется внешний мир и другие страны мира с этим вирусом, я поговорю и расставлю тебе по полочкам, да? Но сначала я хочу тебя спросить про деньги. Ты сейчас даешь таджикистанцам какую-то кость, то есть бросаешь ее, да, и говоришь: на, возьмите и кушайте. По факту ты плюешь нам в лицо, да, своими этими копейками. А я тебе скажу: засунь свою зарплату в задний карман. Хорошо? Вот. Нам твоя зарплата даром не нужна. Мы здесь сейчас у тебя спросим, где наши деньги.
куда ты их потратил. А именно помощь, которая была предоставлена Таджикистану только за последний квартал, то есть за последний месяц. Итак, Узбекистан. 18 вагонов гуманитарной помощи. 18 вагонов гуманитарной помощи. И здесь я хочу озадеть один момент. Не так давно просочилась новость о том, что таджикских врачей обязуют покупать специальные одежды, да, в борьбе с этим вирусом за свой личный счет. Тогда вопрос, Эмомали, 18 вагонов гуманитарной помощи по факту бесплатно тебе предоставили антисептики, всякого рода помощь, маски, в том числе и специальную одежду. Где оно? Почему ты из этого не помог этим врачам и не выделяешь им на борьбу с этим вирусом? Нам не нужны твои подачки, засунь их тебе в задний карман, засунь их тебе туда, пожалуйста. Нам твои подачки не нужны. В том числе Узбекистан отправляет еще в виде муки гуманитарную помощь. Да? Вернемся еще дальше. Казахстан. Помощь. 5 тонн муки. Пожалуйста, Эмомали Рахмонов, где 5 тонн муки? Где? Народ твой голодает и на чужбине, и внутри страны. Дети мигрантов, которые застряли в Российской Федерации, сегодня голодают, умирают от голода. А ты старый осел, простите за выражение, я с этим режимом по-другому разговаривать не могу. Потому что этот осел устраивает целый геноцид. Этот осел распоряжается судьбой целого народа. Хватит его называть каким-то Пешвой Милад. Нифига он не Пешвой Милад. Он преступник, убийца своего народа. Не Пешвой Милад. Хватит его защищать. Вернемся дальше. ЕС. 48 миллионов евро. 48 миллионов евро ЕС выделил. Это Европейский Союз. Нам с вами, народ добрый. И вот этот вор кидает нам свои подачки по 5 рублей. Нам даром твои подачки не нужны. Где эти деньги? Где отчетность за этих денег? Куда ты их потратил? В какие русла? Кто их украл? Какой из твоих детей их украл? Пожалуйста. И самое главное, я знаю прекрасно, как вы кайфуете, как вы шикуете. И где наши с вами деньги, я тоже знаю. И скоро мы будем об этом с тобой разговаривать, Эмомали Рахмонов. У меня даже есть факты, видеозаписи. Как твоя семья отдыхает, кайфует. Как твое приближенные люди кайфуют. Несмотря на то, что вокруг чума, у вас пир там, у вас рай на берегу. Итак, пойдем дальше. Азиатский банк, 100 тысяч долларов. Где эти деньги? Где эти деньги? Вопрос тебе и твоему правительству. Сегодня вы должны отвечать перед нами. Где эти все деньги? Выходите и отвечайте своему народу. Вы, воры, выходите и отвечайте. Германия, 1 миллион евро. Где эти деньги? Куда ты их потратил? Где? Кто ответит народу моему? Где его деньги? Где деньги, которые выделяют нашему народу? Ни тебе, ни твоей семье, ни твоему правительству лично. Твоему народу. На помощь своему народу тебе выделили эти деньги. Всемирный банк. 11 миллионов долларов и 300 тысяч. Где они? Где эти деньги? 11 миллионов долларов. Соединенные Штаты Америки. Почти 900 тысяч долларов. Где они? Купи на них врачам специальную одежду, маски. Пожалуйста, где эти все? Где эти все деньги? Ты подачки свои не кидай. А за эти 48 миллионов евро, которые тебе выделила ЕС, пожалуйста, устрой таджикистанцам каникулу в виде гуманитарной и социальной помощи. И вот этот 11 миллионов, да, Всемирного банка, на них тоже можно жить народу, да, какое-то время на карантине. Вот. То есть вот эта вся помощь предостаточно, наверное, для того, чтобы население выдержало, а именно народ бедный, бедные слои общества выдержали этот кризис. Где они? Где они? Пожалуйста, ответь нам, Эмомали Рахмонов. Мне твои подачки нафиг не нужны, как и этому народу. Нам не нужны твои подачки. Где наши деньги? Где наш бюджет? Где эти налоги, которые мы тебе столько лет без остановки платили? Где они все? Где нам этот обещанный рай, которым вы кормили 28 лет мой народ? Где этот рай?
Чего вы добились за 28 лет своего правления? Ни в Минздраве ни черта не преуспели, ни в экономике, ни в каких-то еще других социальных сферах. Ни во что, ни в чем. Ни в эволюционном плане этого слова. Ни в чем вы не преуспели. Одни пробелы, одни проблемы. Только умейте попрощанничать. Хорошо, ты попрощаничаешь. Хотя у нас есть бюджет, да, вот, который по праву наш. Ну ладно, вот тебе выделили деньги. Я сегодня у тебя спрашиваю, где мои деньги? Где деньги народа? Выдели им на помощь, на борьбу с этим вирусом. Займись конкретно этим вопросом. Че ты как мышь, как крыса прячешься от этой болезни? Мы знаем прекрасно, как ты туда в Германию своих родственников отправили, близких, которые заболели этим вирусом. Да? Для них спецрейсы есть, да? Значит, а для таджикистанцев, которые в эмиграции умирают, которые там холодали на протяжении месяца, для них спецрейса не было, да? Старый ты диктатор. Вот. И самое главное, вернемся к Салиму Мухидинову. Это таджикский боец. Я большой респект тебе, брат. И все остальные спортсмены должны брать пример именно с этого бойца. Он, как многие из вас, не надевает майку вот этого старого идиота и не говорит, что Таджикистан попещ, да? Не обманывает ни себя, ни свой народ, а говорит правду в глаза. Где наше мужество? Когда мы начнем требовать? Наш народ голодает, ночует на улицах, ночует в лесах сегодня уже. Где мы? Где мы, мужики этой страны? Когда мы начнем требовать у них? Когда? До каких пор мы будем бояться? До каких пор будем строить себе преграды? И до каких пор мы будем оправдывать этого старого идиота и его правительство в наших бедах? До каких пор мы будем их оправдывать и говорить, Пешво не виноват, только он виноват, только он. Вы все прекрасно знаете, как он живет, кайфует, как его семья живет. Вы все прекрасно знаете, как золотая слитка живет в эти дни. И до этого жила. Мы сегодня должны требовать. И Салим Мухидинов своими эмоциями сделал хороший пример. Дал хороший пример нам всем. Нужно брать с него пример, можно требовать. Мне без разницы, как вы будете умоляться или будете требовать так эмоционально, как сделал это Мухидинов Салим. Мне без разницы. Главное, вы должны требовать. До каких пор моя нация должна попрощанничать в интернете? До каких пор ей должны помогать другие, третьи, четвертые? До каких пор? Для чего в паспорте написано Таджикистан, мое государство? Когда оно начнет мне помогать, правительство мое? До каких пор мы будем обманывать и говорить, что 90-е годы нам нужна реабилитация? Да, полвека прошло с ваших 90-го века, 90-х годов. Полвека прошло после войны. 1000 раз устроили бы реформы за эти годы. До каких пор мы себя будем обманывать и оправдывать их? Дорогие земляки, сегодня мы должны требовать. Я думаю, что Салим Мухидинова, да, его эмоции связаны исключительно с тем, что не так давно он открыл фонд, из которого помогают семьям мигрантов, а именно женщинам мигрантам, которые в трудном положении. Я думаю, за счет того, что сколько историй он слышал, что ему говорят эти женщины, как им нечего есть, как им нечего кушать, как им нечего несколько месяцев уже платить за квартиру, от этого у парня поехала крыша. Нужно ценить эти слова, нужно ценить таких ребят. И нужно требовать у него, а не у этого человека, не у второго блогера, не у какого-то бизнесмена, да, который на чужбине или как живет. У бизнесменов его семьи, у его близкого окружения. Вот где наши деньги. Вот у него надо требовать, дорогие друзья. Не за глотку блогеров, правозащитников хвататься, а за глотку вот этого пешво вашего надо хвататься. Вот где наши деньги, вот они. Нам это мир выдает на помощь в борьбе с этим кризисом. Мир. Несмотря на то, не говоря о тех суммах, которые у нас есть в бюджете страны. Поэтому, дорогие друзья, сегодня пора требовать нам всем с вами. Простите за эти эмоции, просто то, что происходит в Таджикистане, очень обидно, когда ты этому тупому правительству говоришь: не делай. Хотя бы раз впереди вот эту свою тупость,
Поступи как умный, мудрый человек. Не празднуй свой праздник, не провоцируй. Объяви чертов карантин. Тебе это 3 месяца говорили. Ты никого не слушал. Пошел, начал бухать в своем Наврузе. И во что сейчас живет, во что превратился Таджикистан? Это все по твоей вине. И по твоей тупости, и по тупости твоего правительства. Именно поэтому у меня эти эмоции, дорогие друзья. Мягко я с этим режимом разговаривать не могу. Это вы должны понять. Мягко я с ними не говорю. Я могу мягко разговаривать с комментатором, который меня оскорбляет. Я даже с ним могу мягко разговаривать, но точно не с ними. Потому что эти враги всей моей нации. Только они мои враги. Это враги моей нации. Это единственная проблема моей нации. Если бы не эти воры, мы были самой преуспешной нацией в Средней Азии. Самой богатой бы нацией были. Если бы не вот эта семья, не эти воры. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за то, что вы рядом сегодня со своим народом. Тем, кто помогает своему бедному народу. Спасибо вам. Но уже пора требовать. Ассаламу алейкум рахматуллахи.